Здравствуйте, это программа «Интервью». Мы работаем в прямом эфире. Присоединяйтесь к нашему эфиру и вы, потому что сегодня у нас очень интересный гость. Это первый заместитель главы администрации города Уфы Салават Хусаинов. Здравствуйте, Салават Сахиевич. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Последнее, что я слышал в материалах наших коллег, буквально на днях, это инициатива администрации города, но я так понимаю, что и вы лично принимали ключевое участие, это интервал работ по ремонту дорог в часы пик, пятница и воскресенье, когда пробки, когда идут интенсивные работы и люди собираются. Чем вызвано такое, ну скажем так, доброе дело? Не настолько, наверное, это даже и новое что-то придуманное. Мы те ресурсы, которые есть на сегодняшний день, для того, чтобы разгрузить выезды, должны их максимально использовать. Да, поток очень большой, затруднение движения есть, это объективная данность. Поэтому все работы, которые мы планируем на выезд, в пятницу мы приостанавливаем. И еще раз напоминаем нашим уважаемым горожанам и автолюбителям, для того, чтобы они пользовались теми реверсивным движением, которое работает большей выгрузкой, скажем так, на выезд из города. И соответствующую работу проводим в воскресенье, когда уважаемые горожане возвращаются в город, для того, чтобы и по временному отрезку отслеживать. И точно так же реверсивное движение работаем уже в сторону города. И соответствующим распоряжением совместным во взаимодействии с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения максимально попытались приблизить первоначальном таком исполнении экипажи ГИБДД, эвакуаторы, комиссаров, которые могли бы оформить небольшие механические ДТП для того, чтобы не притормаживать полосы движения. То есть такой комплекс Это работы? комплекс мер. По крайней мере, это те ресурсы и те моменты, которые возможны на сегодняшний день до окончания строительства ставки и до расширения путепровода Заки-Валиди, которыми необходимо будет нам всем пользоваться. И просто как напоминание нашим автолюбителям, что реверсивное движение надо использовать более интенсивно. Вот об этом идет. У нас есть телефонный звонок, давайте попробуем подключить наших телезрителей. Добрый вечер, вы в эфире. Если вы слышите нас, пожалуйста, представьтесь и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, Алло. Меня зовут Артур, у меня вопрос по поводу пробок на монументе Дружбы. Я хотел бы узнать, когда эти пробки вообще закончатся, потому что в такую жару, плюс 40 градусов, без кондиционера, 2 часа стоять, это очень тяжело. Спасибо. Спасибо за вопрос. Речь идет о многострадальном переходе через монумент Дружбы. Телезрители наши неоднократно звонят и спрашивают, почему так долго, ведь это такой важный инфраструктурный проект для города. Очень большой объект. На сегодняшний день мы строим подземный пешеходный переход. Он один из элементов той большой работы, которую мы проводим по въезду в город со стороны аэропорта. Последующим, как я уже сказал, на середине строительства по срокам моста, третьего Бельского, как мы его называем, мы начинаем ремонт путепровода Заки-Валиди для того, чтобы увеличить поток, который будет в поперечном направлении двигаться. И параллельно начинаем работы по расширению створа улицы Пугачева. И бессветофорное движение именно на том участке, на котором мы сегодня строим этот пешеходный переход. Сегодня придется на технических подробностях останавливаться. Работаем поэтапно. И то, что говорят, там 3-4 человека работают в тоннеле. И соответствующим образом тот участок, который сегодня забетонирован, он должен минимум 48 часов выстояться для того, чтобы по нему потом перепустить движение. Поэтому сегодня объективное затруднение есть. Просьба с пониманием отнестись. Это не только этот объект. Большие, конечно, вопросы вызывает то, что двухлетний контракт исполняем по улице Комсомольской. Но там уже с перехватывающей ливневкой. Это не только замена верхней слоя, это даже не капитальный ремонт, это реконструкция, это полное строительство новой дороги. Там и под уровнем земли. Да, там и уровень меняется, земполотно меняется. И поэтому я могу, обращаясь к нашим уважаемым горожанам, к автолюбителям, пешеходам, мы же поэтапно эти работы, которые затруднение движения вызывали в свое время Сипайловскую, Сельскую Богородскую, все остальные вопросы решили и здесь решим. Но есть временные отрезки, которые необходимо соблюдать по технологии. Не из-за того, что кто-то там с графика отстает, кто-то там не то количество людей вывел на работу, об этом речь не идет. Просто объективный технологический процесс. Технологический процесс, который на сегодняшний день объективно
никто же не отрицает, вызывает затруднение движения. Логичный вопрос. Да, мы видим, насколько масштабный идет ремонт и реконструкция, да, в зависимости от участка по городу. Хватает ли сил и средств? Насколько мне известно, специализированные структуры городские пополнились их автопарки специализированной же техникой для того, чтобы своевременно и качественно ремонтировать наши дороги. Мы, начиная с осени 2018 года, получили достаточно большое усиление, в том числе и за счет республиканского бюджета, и за счет городского бюджета закуплена новая техника, и в плане уборки, полиуборочной техники. Но если мы сегодня речь ведем о ремонтных процессах, надо говорить еще и о той новой технике, которая закуплена и подрядчиками. На сегодняшний день все те объекты, которые идут у нас по программам, национальным проектам безопасной качественной дороги, республиканской программы «Башкирские дворики». И на сегодняшний день я еще хочу остановиться на одной программе, которую мы делали безопасные качественные дороги, достаточно серьезные, хорошие, дорики делали. А вот тот проезд, который внутриквартальный назывался, он всегда оставался у нас в глубинах и ямах. И сегодня вот по распоряжению главы республики Раиса Хабирова выделено городу Уфе 200 миллионов рублей именно работы по внутриквартальным проездам. И под эту программу мы закупили новую технику. Мы ее называем «Север-Юг». 2 бригады, и первая бригада уже к фрезерованию приступила по адресу Бакалинский, 19. Вот на нем мы испытаем и свою технику, вновь закупленную. Распоряжением главы администрации города это было закуплено, да. Очень, очень серьезное техническое перевооружение произошло. И сегодня опасение, что какая-то программа останется невыполненной, даже об этом речи не идет, а то, что будет качественное исполнение при наличии этих ресурсов, уверенность есть. Давайте от дорог к пешеходам. Да, у нас не одними развязками и мостами городская жизнь и, что называется, кровеносные системы эти работают, да, муниципалитета. Парки и скверы, те же дубки, те же журавли. На очереди реконструкция других скверов. Это вот какая-то специальная программа, либо это точечные какие-то шаги администрации для благоустройства города? Это специальная программа «Городская комфортная среда». Она была в составе федеральной программы. К сожалению, в силу разных обстоятельств, в части комфортной городской среды федеральная часть сейчас еще осталась. А крайние 2 года она трансформировалась в башкирские дворики. Главой республики именно эта программа была подхвачена. Почему? Потому что мы же до этого с людьми же провели и публичное слушание, мы людям пообещали, что мы во дворе будем работать там через 2-3 года и так далее. Федеральная составляющая, к сожалению, была убрана. Осталась только одна часть. И вот за счет республиканской составляющей мы эту программу продолжаем. И продолжаем по этому году, это почти 135 дворовых территорий, 35 дворов. Дворы мы объединяем группы многоквартирных домов. И, соответственно, как вы сказали, там меняется ведь не только дорожное полотно, там же и освещение дворовое меняем, и новые детские площадки устанавливаем. Это комплексная программа, которую мы достаточно успешно исполняем. Хотелось бы, конечно, и нам, как администрацию города, чтобы эта программа была еще более объемной, и не 35, условно, 70-100 дворов, мы бы это осилили. Но надо, конечно, смотреть на те финансовые средства, которые есть. Все упирается в бюджет и в финансы. Да, у нас еще один возможности. Телефонный звонок, давайте его примем. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. У нас одно время в Уфе делали разметку на велосипедной дорожке. Ну, вот я как-то смотрю, в последнее время, они так и не доделаны. Вот. А будет ли у нас какой-то полноценный маршрут для велосипедистов? Благодарю вас за вопрос. Но речь идет о велодорожках, да, не только которые созданы. Да? То есть какая-то логичная должна быть либо кольцевая, либо какие-то маршруты. Нет, она логична в том исполнении, которым она на сегодняшний день есть. Она может быть вокруг существующего озера, она может быть локально по одному микрорайону. Но речь мы сегодня ведем, и вот кто задает вопрос, она абсолютно права, я с ней согласен, что должна быть возможность безопасно проехать, условно говоря, с Зеленой Рощи до Черниковки. Вот об этом речь идет. Мы вот эти локальные сети, которые сегодня качественно стараемся выполнить, на сегодняшний день, в том числе и для того, чтобы они были безопасны, в плане еще ведь и инженерной коммуникации есть, будем их подшивать, уж кавычки вот так уже возьму, для того, чтобы была целенаправленно такая полностью городская от точки А до точки Я, велодорожка, позволяющая проехать любую точку города. Мы будем поэтапно выполнять.
Не могу не спросить о парке лесоводов. Вот микрорайон Новиковка активно развивается, и что греха таить, слухи ходили разные, что, может быть, парк лесоводов как-то будет застраиваться. Так ли это? Какие планы у городских властей? Нет, парк лесоводов застраиваться не может и по своему статусу, и по тем нормативно-законодательной базе, которым он охраняется на сегодняшний день, поэтому этих опасений быть не может. Поэтому она также останется зоной отдыха. Мы, наоборот, ее будем еще больше развивать в плане того, чтобы, сохраняя все зеленые насаждения или подсаживая новые, в том числе, ну, к сожалению, и деревья стареют, их тоже надо какую-то часть сносить, чтобы опасности представляли. По обновлению велодорожек, по обновлению пешеходных дорожек, освещение еще более качественно там необходимо делать. Потому что те работы, которые в свое время были проведены, к сожалению, время идет очень быстро. И необходимо сегодня ее уже совершенно другим таким содержанием наполнять. Поэтому у горожан никакого опасения в плане того, что он статус изменит, не должно быть. Это однозначно. Очень много социальных объектов построено. Вот даже взять последний год, школы, какие-то медицинские учреждения. Вот взять даже полилингвальные школы, да, реконструкция была 44-й школы, это такой достаточно масштабный, амбициозный проект. В этом году какие реализовываются? Ну, там очень большое количество проектных решений, которые на сегодняшний день рассматриваются и проходят экспертизу, к какой-то части уже приступили. По детским садам, по школам там отдельная программа, в том числе и федеральная, и республиканская составляющая есть. Порядка там 3 школ, около там 4-5 детских садов, это ежегодная программа. Если мы к ней еще успеваем добавлять 1 школу, 2-3 садика, это понятно, это очень востребованная сфера, в которой мы целенаправленно работаем. Соответственно, сокращается, нивелируется какой-то, может быть, дефицит мест и так далее, и так Не далее. только дефицит. Любой объект, новый строительный объект, он же с собой приносит благоустройство. Оно приводит дороги, тротуары, приводит зеленые насаждения, облагороженную зону. Город надо рассматривать как единое целое. Какая-то часть его улучшается, и тут же как бы эффект такой, что и параллельные структурные подразделения тоже подтягиваются. За транспортом идет благоустройство, а за благоустройством идет качество жизни и в конечном итоге какое-то настроение наших горожан, верно? Да, и я бы хотел сказать, если вот на сегодняшний день достаточно успешно пройдена зима, зимний отопительный период. И то, что мы сегодня вошли уже законтрактованными объектами на благоустроительном сезоне, находимся в самом разгаре, это тоже очень такой положительный момент, который необходимо отметить. У нас нет сегодня ни опасений, ни отставания от графиков. Затруднения объективно есть. Мы будем разъяснять. Вот по тому вопросу, который по монументу Дружбы, мы туда, скорее всего, тоже, наверное, взаимодействие с ГИБДД будем больше отслеживать ситуацию для того, чтобы поток постоянно двигался, по крайней мере. Спасибо вам, Слава Цахидж, за эту беседу. Я напоминаю, что в эфире главного телеканала Республики была программа интервью, и нашим сегодняшним гостем был первый заместитель главы администрации города Уфы Салават Хусаинов.